Я думаю, что истерик и мордобоя типа «отдайте денежки взад» нет. Не Потому знаю что таких отдают случаев. или потому что летят? И вы знаете, я могу уверенно сказать, что где-то примерно вся ситуация разделяется на 3 сегмента. Сегмент первый. Не поеду, отдайте деньги. Это где-то 22-30% людей, ну, которые как бы не согласны с условиями предполагаемыми, там, сказать, которые уже поменяли планы, у которых уже не складывается с отпуском, кому-то до 1 сентября надо, там, сказать, ребеночка подготовить к школе. Да? Вот. Это 22-30. Второй сегмент, он как бы такой самый слабенький. Пока это перенос нынешнего состояния путевочки на какую-то определенную отдаленную перспективу. Допустим, конец сентября, там, либо октябрь. То есть до того момента, когда пламя, так сказать, и процесс приведется в нормальное человеческое состояние. И третий, самый большой, где-то около 60-70%, это люди, которые реально готовились к отпуску, которые платили и которые готовы к альтернативным предложениям операторов, а их, поверьте, достаточно много, но и надо было просто хотя бы иметь люфт 2-3 дня, чтобы вот эти египетские армады самолетов либо развернуть куда-либо, либо на Кипр, либо в Турцию, либо там, я не знаю, добавить что-то на Испанию, на Таиланд. Ну, просто реально получить официальное разрешение на дополнительный прилет. Это просто технология. Это в сказке говорится, что нажал кнопочку и самолет вылетел. Черт с два, это бизнес-авиация за 100 000 евро оттуда-сюда.